Ежегодно кыргызстанцы потребляют от 153 до 155 тысяч тонн сахарного песка. Ежемесячное потребление сахарного песка в стране составляет от 12 до 15 тысяч тонн. Кошумча чындырчаларын агро-каржылоо долбоору өзүнө көптөгөн программаларды камтыйт. Бул программалар негизинен дыйкандарга окутуу, кеңеш берүүгө арналган. Бул долбоордун алкагында биз бүгүнкү күндө дыйкандарга эл аралык алдыңкы колдонулуп аткан практикаларды алып келип, жайылтып, ошолорду киргизүүгө багыттап атабыз. Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики играет важную роль в решении проблемы низкой урожайности, поддерживая кооперативы в предоставлении необходимых услуг фермерам и справедливом распределении имеющихся ресурсов растительной воды между фермерами. Цены на сахар в основном зависят от урожая сахарной свеклы в Беларуси и в России. По вопросам ценовой политики мы взаимодействуем с компаниями-поставщиками на рынок Кыргызстан, который поставляет. И в случае необходимости мы работаем со службой антимонопольного регулирования цен для стабилизации цен на сахар, а также принимаем обоснованные решения, чтобы цена на сахар была стабильна. В условиях ограниченности земельных и водных ресурсов производство сахарной свеклы в Чуйской области является важной отраслью, которой мы не должны пренебрегать. Поэтому мы способствуем улучшению методов производства сахарной свеклы для повышения урожайности. Повышение урожайности позволит нам эффективно использовать водные и земельные ресурсы. Производством такого стратегического важного продукта, как сахар, в Кыргызстане в настоящее время занимаются 2 завода. Мы находимся на сахарном заводе КНД «Кант». Сейчас ведется приемка сахарной свеклы, выращенной кыргызстанскими фермерами. Приемка была начата в середине сентября. В настоящий момент свеклу сдают фермеры Чуйской, Таласской и Сыкульских областей. Ежегодно заводы работают порядка 100 дней в году. В этом году посевная площадь составила 15 тысяч гектар. В Кыргызстане в среднем за последние годы средняя урожайность составляла 50 тонн с гектара. Соответственно, наша общая задача свеклосахарной отрасли – это повышать эффективность, урожайность и содержание сахара в сахарной свекле. Очень важно, чтобы фермеры постоянно проходили обучение, тренинги, чтобы они повышали свою квалификацию. Что даст нам это? Это нам даст повышение урожая, улучшение качества, потому что у нас другого выхода нет. Все земли пахотные, они уже освоены. У нас только остается один путь. Один путь – это повышение качества, повышение урожая. То есть не в горизонталь, а у нас путь только в вертикаль. В рамках проекта агрофинансирования цепочек добавленной стоимости запланирована обширная образовательная программа, включающая тренинги. Эти занятия позволят фермерам получить представление о новых технологиях и практическом применении сельскохозяйственных технологий в Кыргызстане. Андан сырткары бул долбоордо дыйкандар үчүн дагы жакшы шарттар түзүлгөн. Дыйкандар ушул кант кызылчасын өстүрүүгө, узак мөөнөткө техникага же болбосо өндүрүш каражаттарын алуу үчүн кыргыз улуттук сом валютасында акцияларды алса болот. Өткөзүлө турган тренингдер бизге чоңуна жардам берет. Эртеңки күнү биздин баягы билбеген жер, билбей калган сабаттарыбызды үйрөтүп, окутуп, астыга жылууга жанакы биздин кандай десем, баягы алдыга берүүчү көп нерселерди өбөлгө болуп берет деп ишенебиз. Проект агрофинансирования цепочек добавленной стоимости предоставляет фермерам доступ к финансированию, инновационным сельскохозяйственным технологиям и необходимым ноу-хау. Наши кредиты, семинары и тренинги дают фермерам по всему Кыргызстану инструменты для достижения успеха, обеспечивая их процветание даже в изменяющихся условиях. Благодаря проекту мы стараемся увеличить урожайность и доход. И я с нетерпением жду участия в этом проекте. Вместе мы создаем светлое будущее для кыргызских фермеров, внедряя одну инновацию за другой. Включение фермеров в
цепочки добавленной стоимости возможно с помощью устойчивого финансирования. Присоединяйтесь к нам, чтобы модернизировать сельское хозяйство и обеспечить процветание фермеров и их семей.